Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок по чтению. Сегодня мы узнаем о рассказе Драгунского «Тайное становится явным». Сейчас я вам покажу видеоролик. Здравствуйте, ребята! Вы попали в необыкновенный мир сказки. Вместе мы отправимся по страницам замечательных книг, веселые, поучительные, а иногда и опасные приключения. Устраивайтесь поудобнее, приключения начинаются. Тайное становится явным. Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре: «Тайное всегда становится явным». И когда она вошла в комнату, я спросил: «Что это значит, мама, тайное становится явным?» А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему стыдно, и он понесет наказание, сказала мама. Понял? Ложись-ка спать. Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: как же так получается, что тайное становится явным? И я долго не спал, а когда проснулся, было утро. Папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать. Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсался скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», — сказала мама, — «безо всяких разговоров». Я сказал: «Видеть не могу манную кашу». Но мама закричала: «Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый Кощей! Ешь, ты должен поправиться». Я сказал: «Я ею давлюсь». Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила: «Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?» Ну еще бы! Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме: «Конечно, хочу в Кремль, даже очень». Тогда мама улыбнулась. «Ну вот, съешь всю кашу и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни, ты должен съесть все до дна». И мама ушла на кухню. А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой, потом посолил, попробовал, но невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает. Посыпал песку, попробовал, еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю. А она к тому же была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело. Я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно, ведь в Кремль-то хочется. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, почти все можно съесть. Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли, и остановилось дыхание, и я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол. В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась. «Ну что за Дениска? Что за парень молодец? Съел всю кашу до дна. Ну вставай, одевайся, рабочий народ. Идем на прогулку в Кремль». И она меня поцеловала. В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал: «Здравствуйте», и подошел к окну и поглядел вниз.
а еще интеллигентный человек. «А что вам нужно?» – строго спросила мама. «Как не стыдно!» Милиционер даже стал по стойке смирно. «Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно. Не клевещите, ничего я не выливаю». «Ах, не выливаете?» – язвительно рассмеялся милиционер и, открыв дверь в коридор, крикнул: «Пострадавший!» И к нам вошел какой-то дяденька. Я, как на него глянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду. На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он, как вошел, сразу стал заикаться. «Главное, я иду фотографироваться, и вдруг такая история. Каша манная, горячая, между прочим, сквозь шляпу и то жжет. Как же я пошлю свое фото, когда я весь в каше?» Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. А уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она тихо. «Разрешите, я вас почищу? Пройдите сюда». И они все трое вышли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал: «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным». Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила: «Ты это запомнил на всю жизнь?» И я ответил: «Да». Ну что, ребята, вам понравилось